Люба, Родина зовет. Я не считаю себя последним человеком в стране. Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране. Вот я держу эти $50 000. Что с ними делать-то? А их что, налом выдают? Я-то думаю, вот это подфартило. Ты умеешь ты варить борщ? Если я считаю, что мне нужно выйти на площадь, значит, я так считаю, и мне так нужно. Я зорка, поглядите, кто я. Вот Черкашина засранка. Ирина Липарская в одном из интервью сказала, что все таленавітыя спортсменки, чем больше они таленавітыя, тем больше они ленивые. Ці это так? Ты с этим згодная? Да, потому что эта лень появляется из-за того, что тебя сверху одарили талантом, который позволяет тебе какое-то время не работать. Но когда талант себя исчерпывает, надо приложить усилия. А тут уже ты привык не прикладывать усилия. И да, у нас часто такое случается, что реально классные девчонки, которые с шикарными задатками были, просто когда они взрослеют и когда надо больше прилагать усилия, они просто с этим не справляются и вот так вот уходят со своим талантом. А у тебе чего было больше? Таленту такого природного або працаздольности? Ну, есть такие так званые трудяшки, у которых может быть таленту меньше, а они там каля станка, что называется, сутками. Ну, я точно, мне кажется, какая-то... Если бы я вот была тренером начальной подготовки, и ко мне пришла Люба Черкашина, я бы ее не взяла. Это правда, потому что ну, ничего хорошего в этой маленькой девочке бы не увидела, но мой первый тренер, Золотницкая Евгения Николаевна, в художественной гимнастике, она вот сказала, что она посмотрела в мои глаза и поняла, что да, эта девочка сможет, потому что она упертая. Я на самом деле такой трудяга-козерог. Вот буду тащить эту волынку, тащить, пока не дотащу туда, куда надо. Но, слава богу, получилось дотащить. По дороге козерог не сдох. Так что я трудяга больше, чем талант. Ты пришла ў мастацкую гімнастыку ў 9 год. Гэта так трошки запознена, улічваючы, што многія дзяўчынкі пачынаюць у 4 гады. Да, сейчас, мне кажется, уже в 3 приносят родители. Еще сами не доходят, их приносят. Да, я пришла в 9, это поздно, но у меня был большой плюс. Я пришла все-таки после акробатики и спортивной гимнастики. Я не пришла в спорт супер новичком. То есть я какие-то вещи, как шпагат, там какие-то, не знаю, углы на стенке, я это очень легко умела делать. К сожалению, сейчас я не умею делать углы на стенке, потому что это очень быстро забылось, и мышца из короткой превратилась в художественной гимнастике в длинную. И я еле-еле это 10 углов до касания. А когда я только пришла, по-моему, в 9 лет, единственное, чем я отличалась от всех остальных, я залазила на шведскую стенку, делала 50, даже не задыхаясь, до касания. И, конечно, все остальные гимнастки стояли в группе, стреляли, ничего себе, я пришла тут. Это единственное, что мне получалось. И то, что я помню, прям вот от этого я кайфовала. Это задание я всегда бежала выполнять первое. Все остальное нет. Але вот у дзяцінстве, да, я просто думаю, что професійны спорт это все ж таки калі там 8, часам нават 10 гадзін маленькая дзяўчынка павінна праводзіць у спартыўным зале. І, конечно, это все баліць. Я думаю, ну з якімі думкамі, як трэба любіць спорт, альбо што прымушае на наступны дзень встаць и прийти на занятки, а не пойти там тусить, я не ведаю, там, с сяброўкамі ў парк, я не ведаю, сериалы глядеть, что за угодно. Но опять же, все рассказываю на примере своем, почему не возникало таких мыслей, да, почему все равно вставал, шел в зал. Первое, потому что родители, то есть я прекрасно помню маму, которая говорила, что ну если уже взялся, ты должен до максимума довести, а потом уже понять, вот если это уже не твое, ну все, отпусти это и забудь. И мне как-то всегда очень совестливо было перед мамой, ну как я так все брошу? И мама с моим первым тренером, они несколько раз прям так грамотно очень какими-то моментами ухитрялись меня возвращать обратно в зал, потому что все равно какое-то такое... Детское, особенно летнее, это возмущалось, как это все там в лагерях, все отдыхают у бабушек, у дедушек, а Любе после 2 недель нужно обратно возвращаться в зал. Конечно, тут был полнейший протест, и как бы мне давали его выразить, но как-то через 3-4 дня направляли ровненько так, что этот протест играл мне в плюс. Я немножко чувствую вину, что я тут подвела вообще-то своего тренера, обозвала гимнастику последними словами и вообще больше на нее не пойду ни ногой, возвращалась. И я помню такой момент, когда меня вызвали на сбор в Минск с Евгенией Николаевной, а у меня первый тренер, она так не любила выезжать на какие-то там сборы. И она приехала со мной летом, а у меня у брата свадьба, и я тренируюсь просто отвратительно. Человека вызвали на сбор в Минск, национальную команду. Приехал мой первый тренер со мной.
И я вообще как дура тренируюсь, ужасно, ужасно. Что булава у меня отлетает, чуть ли не попадает в Евгению Николаевну. И я малая, ну сколько мне, 11 лет, я поворачиваю, все лето коту под хвост. И все. И я поражаюсь, как Евгения Николаевна меня не выгнала вообще из зала, потому что, ну как, я развернулась заслуженному тренеру, сказала о том, что, ну как бы вообще все это ерунда, что здесь происходит. Мне надо быть на свадьбе у брата. И Евгения Николаевна вот сейчас, с ней разговаривали, и она этот момент вспомнила. Ну, я надеюсь, что она не обижается за это. Но я как бы понимаю, что я тогда была не права, но тем не менее это как-то вот так характер формировался, что даже вот так где-то внутри какие-то происходят споры, надо это или не надо, у меня все-таки больше оставалось, что надо. А были такія сітуацыі з трэнерам, што яна магла накрычаць, я не ведаю, прымяніць сілу, нават фізічную, калі ты там не хочаш? Ну, пакаранне нейкае, там, 50 отжиманий, я не ведаю, або там с лентой. Накричать, наверное, да, потому что в любом случае мы все люди, и мы эмоционально зависимы. То есть есть определенные пределы. Я даже, на самом деле, поражаюсь нашим педагогам, которые, не знаю, могут 20 раз объяснить одно и то же уравнение и при этом сохранить вообще какую-то одинаковую ментальность голоса. Окей. А Евгения Николаевна, если мы берем Евгению Николаевну, наверное, самое строгое, что она могла себе позволить, она говорила «Черкашина». Как она говорила, меня по фамилии называла в зале, я понимала, что можно разворачиваться, уходить, потому что вот это все, это апогей. То есть это складывали все матные, наверное, туда слова, все плохие мысли, которые она в этот момент про меня думала, это все было в моей фамилии, то есть это был предел. А потом я переехала в Минск, и как бы Черкашина, это было нормально. Но мне первый месяц казалось, ну все, что я приехала, я здесь никому вообще не нужна, и вообще выходи из зала. Это было сложно, сложная адаптация, но я, в принципе, наверное, понимаю все слова, сказанные в мой адрес когда-то на тренировках с повышением, абсолютно правильно, потому что это был единственный вариант, когда можно было объяснить или встряхнуть человека. Что касается физической какой-то, ну, я, наверное, все-таки была более воспитанной ребенком и до белого коленя не доводила тренера. Ну и, в принципе, у нас это не приветствуется, и это не есть хорошо. Это просто потом, что, на Олимпийских играх ты пойдешь выступать, а тренер будет стоять с палкой, ну это смешно. Ліпарскую твоего тренера называют генерал спадницы. Чему? Во-первых, потому что это сложно руководить таким женским отрядом, мне кажется. И при этом сохранить какую-то душевность, и при этом уметь сказать такое чуть ли не твердое мужское слово, которого все должны послушаться. И, наверное, это тоже шаблонное высказывание, что генерал в юбке, потому что, кто знает Ирину Юрьевну близко, все выходят просто в восхищение. Боже, какая у вас крутая Ирина Юрьевна. Но, опять же, без строгости невозможно результата, поэтому иногда Ирине Юрьевне надо внутри себя закрыть вот эту вот душевность и доброту, которая в ней присутствует, и быть строгой, и быть очень требовательной. Ирина Юрьевна могла сказать, что, ну, табе альбо камусьці іншаму з дзяўчат, што давай забывай пра асабістае жыццё, хлопчыкі пасля, спачатку ты павінна даказаць. Вось наколькі тренер мог умешвацца вось у гэтую прыватную частку? Ну, кстати, здесь надо отдать должное Ирине Юрьевне, что она в этом плане реально как наша мама вторая. Вот она очень грамотна, она знала и знает, у кого из девочек она может достаточно глубоко поинтересоваться, кого она может увести от проблемы, которая может сложиться из-за общения, да, там, с этим мальчиком, и знает тому, кому она понимает, что это в помощь. И она это, наверное, на каком-то инстинкте внутреннем чувствует, и это ей помогает. Потому что я помню, что я очень переживала, когда мне Витя сделал предложение. И думаю, боже, ну это хорошо, родители за, мы-то тут все вместе были за, но как бы если Ирина Юрьевна скажет, ребят, ну тогда бай-бай. И я помню, я так тряслась, подхожу, говорю, Ирина Юрьевна, тут Витя сделал предложение. И она такая, совет вам да любовь. Я, не сорвалось. И вот я помню это ощущение, я прекрасно это помню, что вот тут у меня была как отмашка, все, семейная жизнь — это хорошо. И так получилось, что именно вот этот толчок, эта семейная жизнь, она, наверное, придавала мне каких-то сил дальше тренироваться и вот чувствовать себя
с какой-то такой внутренней командой. Але у тебя был план Б, коли Липарская кажет? Нет, плана Б не было. Самое смешное, что плана Б не было, были только так, что как бы есть только один план, поэтому некуда бежать. Ну, я, кстати, так четко не помню, но мне кажется, что Ирина Юрьевна знала, что у меня Витька есть, и он приходил на какие-то соревнования. Он как-то так сразу стал одним целым, поэтому я все-таки надеялась, что да, но не ожидала, что так быстро нас скажет совет да любовь, и они приходили к нам на свадьбу, было здорово. Ты приехала у Минск с Берасця, колькі тебе было год? Так, мне было 11-12 вот на этом пересечении. Ну, гэта вельмі такі ўзрост невялікі, скажем так, пераехаць з аднаго горада ў іншы. І я разумею, што вы былі пад кантролем, пад аховай у нейкім сэнсе там і трэнераў, і выхавацеляў, але все адно гэта вырвацца з сям'і. Наколькі гэта было цяжка? Ну, если вернуться, когда мне 11 лет, это было прямо жутко тяжело. А если я вот сейчас рассуждаю и смотрю на себя ту маленькую, я думаю, что это была очень крутая школа жизни, когда то, что в тебя успели вложить вот до 11 лет семья и первый тренер, ты умел этим воспользоваться. И то, что они вложили, спасло тебя от каких-то там ночных загулов, скажем, да, когда ты, в принципе, живешь в общежитии, ну, и никто тебе там не царь, не бог, сам ты себе начальник. Это образно. Ну, что, вы ни разу не сбегали там? Ну... Нет. Вот, кстати, я такая праведница была. Но один раз, я помню, мы пошли в клуб. Меня уговорили девчонки. Все, давай. И я была из них самой старшей. Мы пошли в клуб. На утро Ирина Юрьевна просто нас чуть ли вообще не выжила в тряпочку. И после этого у меня вот тяга к клубам, кстати, не особо сильная. И самое смешное, что, по-моему, нас в этот клуб и не пустили, потому что я была ту, которую можно пустить, а всех остальных нет. И нас не пустили в клуб, и, в принципе, мы вернулись, но не знаю, каким образом Ирина Юрьевна это знала. И я помню эту утреннюю тренировку, и лучше в клуб не ходить было. Твоя мама приезжала, ты рассказывала, першы час, так? Кожныя выходныя з Берасця яна ездзіла. А як адбываліся вось гэтыя сустрэчы? Яна приезжала, каб падтрымаць, каб... Ну, я думаю, что мама очень переживала, как я вот останусь одна, да, потому что все-таки у меня и брат, и сестра, и мы привыкли, что у нас всегда много, там и куча собак, котов, крыс и всего, все рядышком, а тут как бы дитё изолировано. И я вот сейчас, наверное, понимаю маму, что мама как бы и себя спасала, что как это она так ребенка отдала, и она тоже там, и брат, и сестра взрослеют, и, в общем-то, родители теперь себя чувствуют одинокими. И мама, я поражаюсь, как она каждое вот воскресенье, она утром приезжала и в воскресенье вечером уезжала. И в это воскресенье мама ухитрялась, когда позволяли финансовые возможности, мы ходили, смотрели в Большом 3 поросенка, Щелкунчиков, ну, в зависимости от репертуара, ходили в кукольный театр. То есть и мама еще пыталась в это воскресенье меня как-то так облагородить со стороны искусства. И тогда я на маму так злилась, ну, мам, ну дай там поваляться или еще чего-то. А сейчас я думаю, какая мама молодец. И вот я сейчас с удовольствием куда-то там иду и смотрю, думаю, я тоже так же дочку потащу, потому что она же не знает, что это прикольно, это хорошо, что это действительно дает толчок. И я помню, как мы приходили в тот же Большой, это сейчас там, слава богу, можно себе позволить пойти в кафетерий, что-нибудь купить. А там мама доставала какие-нибудь печенье, она спекла, и мы вот так вот в антракте там кушали печенье, которое мама испекла и привезла из Бреста. И вот это очень сильно душу греет, и мне кажется, это вот то становление человека, которое делает тебя человеком. А я читала твои узгадывания про дзяцінства, про то, что там былі нават ситуации, калі на раніцу там мог быть хлеб, але не было там масла, калі тата продаваў гуму з багажника, а мама, я так разумею, была вымушана дворником подпрацоўваць. Мы и помогали. Мы ходили, пололи рельсы, так прикольно. Пололи рельсы? Да. Это было очень здорово, потому что, ну, маме тоже надо было побыстрее заканчивать работу, потому что один момент, даже 2 было работы. Она вот как дворником, и вторую то ли страховым. Я уже сейчас так точно не вспомню, но, в общем, надо было что-то делать и быстрее. И когда у нас не было там, допустим, ни школы, ни каких-то других занятий, мы шли, помогали маме.
а вечером могли еще идти и распространять вечерний Брест. И буквально вчера я спросила у своего папы, говорю: папа, вечерний Брест еще вот так продается перед входом в магазин? Говорит: да нет, уже давно на кассах. Вот именно такая ностальгия, вот это вот продавать, ходить по квартирам. Я бы не открыла, конечно, но тогда еще вот сколько лет, 20 назад люди открывали, мы там, не знаю, сколько стоила эта газета, отдавали эту газету, все покупали. Калі ты приехала ў Мінск, ну, былі розныя там дзяўчынкі з розных сямей, да? Калі, напрыклад, узгадаць тваіх напарніц, калі можна так сказаць, па гімнастыцы, напрыклад, Ксенія Санкович, яна з іншай сям'і, да? Тата, вядомы адвакат, напэўна, з высокім статкам. Меліціна Станюта з такой інтэлектуальнай, інтэлігентнай там сям'і, правільней сказаць. Таксама, напэўна, іншы ўзровень жыцця. Паміж вамі быў нейкі разрыў паміж спартсменамі, тых, у каго, ведаеш, там не могуць бацькі штосьці дазволіць, і тых, у каго большая магчымасці? Ну, мне кажется, в то время, когда мы были такими малыми, мы больше думали о спорте, и мы не сравнивались. И, во-первых, тогда, мне кажется, вообще в любой семье не было той доступности, которая сейчас существует. И все-таки мы были, наверное, проще в каком-то отношении. Это то время, когда, наверное, только-только появлялись телефоны. И я помню, у нас в зале даже первый пейджер это был у Юли Раскиной. И я до сих пор думаю, это помню, один раз оставила ей сообщение, позвонила с вахты, что-то сказала Юле Раскиной, и ей на пейджер пришло. Вот для меня это было... Потом у нее же еще там, у Леси Ткаченко там появились, по-моему, первые Nokia, вообще такие трубы, там привет было, и мы вот так ходили на них, смотрели. То есть у нас не было никогда вот между своим годом каких-то, мы себя не сравнивали. И плюс все-таки Мелита Станюта тогда еще, у нас 6 лет разницы, да, она еще совсем в малышах была. И Ксюша, она тренировалась в «Спартаке», в школе «Спартак» на Берута, поэтому мы как бы не пересекались, и мне вот, ну, не было такого. А кто был рядом... Мне кажется, вообще очень крутое было у нас детство. И тот, кто был с большим достатком, и понимали, что мы не дома, всегда на Пасху приглашали к себе домой. Ну, какие-то вот, не знаю, прям истинно советские дети, что ли. Я как-то так радужно это разрисовала, но так оно и было. Но при этом не исключались какие-то внутренние конфликты, которые возникали на фоне каких-то спортивных результатов. Это, конечно, тоже нормально. Конкуренция? Конечно, это нормально. То есть где-нибудь ты мог там зайти в раздевалку, тебе там с твоей единственной мастеркой что-нибудь подгадили. Ну, в таком плане, но не сильно. То есть, ну, на что там способна 10-летняя, 11-летняя девочка? Ну, мелкая пакость. А калі больш дарослымі становяцца, ну, у вас же пасля ў одну каманду вас могуць аб'яднаць, наколькі там трэба, каб вы былі сяброўкамі? И там выключался этот момент конкуренции, объединения? Ну, когда в команде, если мы говорим о групповом упражнении, ну, там должна только быть одна цель и один единый организм. Я была в юниорской команде такой, и у нас не было абсолютно проблем, мы абсолютно друг дружке помогали, и как-то тренер, так вот, еще от тренера очень много зависит, он создает ту психологическую обстановку, которая действительно помогает результату. То есть там нету лебедя, раки и щуки, которые все... То есть никогда ничего не получится. А мы этой пятеркой, в принципе, я помню, первый юниорский чемпионат Европы. Он был с ошибками, но мы в итоге взяли бронзовую медаль. И как-то после этого из нашей команды очень многие дошли до Олимпийских игр. То есть состоялись как спортсмены и не закончили на юниорском уровне. Если говорить о личном, да, вот потом я выступала только индивидуально одна, но здесь, конечно, важно воспитать в себе эту личность и понимать, что в итоге ты пойдешь выступать один, и не будет рядом 4 человек, которые тебя, если что, прикроют и спасут от других ошибок. То есть это абсолютно 2 разные дисциплины в художественной гимнастике с абсолютно разной психологией. То есть и если ты состоялся очень круто как личность, тебе будет очень сложно вернуться в групповое и убрать в себе это «я», и делать все как единый организм. И я даже помню несколько своих ощущений, когда мы вместе с девчонками-групповичками показательные выступления готовили, и я вижу, как они там, какие-то у них 2-3 слова, они друг дружку поняли, а я как эта белая ворона, что вообще происходит, куда мне перевернуться, куда пойти. Но от того, что мы уже как бы и дружные, и, я знаю, много лет вместе, они, конечно, мне там объяснили, и понимаю, что я тоже уже другой не стану, я не смогу подстроиться под них. Но мы нашли там какие-то уже как взрослые люди разговоры свои. Хочу пригадать Олимпиаду 2008 Пекин. 15 месца. Можешь пригадать вось тыя ўражанні, что было с тобой морально внутри, калі ты сидишь на этой канапе, и, да, ты бачишь спочатку свои вынікі, там же 10-е, 100-е долі,
І який моральный твой стан был, когда ты вярталася с Пекина в Минск? Ужасно. И даже, как это объяснить? Ну, может, это как... Конечно, этого не испытывала, но если как описывают в книгах, может, какая-то глубокая депрессия или глубокое кидалово. Я даже не знаю, как это назвать, когда ты старался, тренировался, и потом вот, до свидания. Ну, как бы, это ужасное ощущение, и это все происходит перед, по ощущениям, как перед экзаменационной комиссией. Сидит весь мир, все болельщики, там все Министерство спорта, твой тренер тут вышел, ничего не сделал. Но это ощущение ужасное. Тебе кажется, что ты какой-то там преступник, ты хочешь куда-то спрятаться, одеть кепочку, очки, чтобы тебя вообще никто не видел. И все это происходит, когда ты, в принципе, еще молодой, и у тебя не устаканилось какое-то такое внутреннее понятие, что ничего, на ошибках учится, то есть это потом только придет. Но тут надо отдать должное, как бы сказать спасибо Ирине Юрьевне и всему тренерскому составу, насколько грамотно они все сделали и насколько грамотно вырулили, чтобы просто не уйти в яму и не закончить со спортом. То есть все как-то было очень грамотно. И я, прилетев в Минск, меня встречала и семья, и Витя тогда еще не муж. И он как-то... Так получилось, что потом и предложение, и в 2008 мы в конце года сыграли свадьбу. Поэтому начался новый этап, новый отчет, и как был. Хорошо. Был Пекин и был супер опыт знать того, что нельзя такой самоуверенный зеленый быть на Олимпийских играх и где-то не дослушивать тренера. Ты зараз у гутарцы і раней у інтэрв'ю падкрэсліла, што вельмі шмат мама дала табе ў спорце, яе перакананні, яе, ну, нават тое, што она там старалася ездзіць дзесьці падтрымліваць. У 2009, здаецца, годзе так яна памерла. Наколькі гэта... Просто я вот у галаве спрабую так злучыць 2008 ну, правал, можна сказаць, у Пекіне, 2009 ты згубіла маму. Я просто думаю... Полное обнуление человека произошло. Як можна было сабрацца так, каб у Лондоне ў 12-м, на якіх апошніх сілах, так, каб все ж взять медаль? Ну, если честно... Что дапамагло тебе собраться? И вот даже сложно копаться, что, да, потому что это всегда больно вспоминать, что было, как бы. Легко вспоминать победы. Ты такой там в лаврах стоишь, все у тебя хорошо. Да, Пекин был сложный, потом было приятно, это была свадьба, и как-то вот смешно, не смешно, но этот штамп каким-то магическим образом действует на женщину. Она так утром проснулась, поняла, круто, у меня есть муж, окей. Хотя до этого там 3 года он был просто рядом, и ты его так не воспринимал. И я думаю, что эта свадьба еще была тоже какой-то отдушиной для мамы, что она увидела, что она всех своих 3 деток пристроила, всех замечательные вторые половинки. Все, я могу быть спокойна. И, к сожалению, да, в марте это случилось. И это случилось ровно так, насколько я это и ожидала, потому что все-таки не знаю, почему меня берегли все родственники и не рассказывали настолько глубоко, насколько мама болела. Конечно, сейчас, если бы это случилось, но это уже история, скажем, да, можно было что-то менять и как-то двигать и продлевать жизнь, но тогда было как было. И... Это была онкология, я прошу прощения. И я четко знала, что случится так, что я буду вылетать на соревнования, и мне скажут, что все, мамы нету. И так и было. Я сидела в аэропорту, мы летели на Гран-при, мне позвонил папа, сказал, и я вот только помню, что я заорала, встала и вышла из аэропорта. И приехал Витя за мной, и мы поехали сразу в Брест. И при этом я поняла тогда, вот не знаю, наверное, за секунду происходит взросление, когда я поняла, что вообще в этой чертовой жизни нифига не остановилась. У меня ушел человек, а здесь вообще ничего. Меня поменяли на другую гимнастку, пошли на соревнования. Не знаю, там люди так и продолжают приезжать в аэропорт. Все дальше пошли, там, не знаю, в самолет читать журнальчики, а у меня тут вот остановилась жизнь. Вот это было очень сложно, вот это понимание. И мне кажется, я даже вспоминаю, ну, такая прострация вообще была, но я даже не плакала много. Сейчас могу больше даже по маме, чем тогда. Вот у меня был тогда вот
что я не верила в это до конца. И помню, мы приехали в Брест домой, и меня удивилось, что вот мама лежит, и она улыбается. Вот это для меня шоком было. И вот я это лицо запомнила. Удивительно. Когда ты атрымлівала медаль у 12-м у Лондоне, ты думала, ну, ці былі ў тебе такія думкі, што б мама сказала, да, калі б... Як яна, звычайна, дарэчы, як яна наглядзела па тэлевізоры, калі ты выступала? Да, но мама вообще была одним из таких критиков. Она любое соревнование там надо было обсудить. То я даже иногда уставала от того, как мама там говорила, там поворот, еще что-то. Я, ну, как бы, это как-то давило. Ну, мам, я вот тут занимаюсь хорошо. Но мама так, она глубоко вникала во все это. Но со временем я вот в Лондоне, наверное, да, вот когда меня многие спрашивают, ну как, я уверена, что мама помогала. И просто так этого не бывает. И когда люди говорят о том, что ну жалеешь, что не было мамы, но мне кажется, у нее было лучшее место, чтобы это видеть. То есть когда она со мной была, это было круче, чем она бы там сидела на 50-м ряду и где-то издалека смотрела. Я учора пераглядала твой выступ у Лондоне, и я подзабыла гэты момент, хотя в 12-м годзе, конечно, все переживали. И вот этот момент там, где ты со стужкой, когда у тебя все отрымливается, и ты уже в голове анализуешь, что все так есть, и у тебя настолько эмоцийно, напевно, такі, что там, вот я заплакала, да, когда ты заплакала, и я звернула увагу, что ты перекрестилася, наколькі ты религийный человек, наколькі вот там, да, у спорте там треба помолиться, наколькі ты веришь, что вось гэта дапамагае. Я очень в этом плане благодарный человек, и я хочу быть в этом плане очень благодарным человеком. Что касается перед Олимпийскими играми, когда спортсмены все физически готовы практически на одном уровне, должен сыграть какой-то психоэмоциональный фон, и спортсмен цепляется, не знаю, за любое, во что он поверит, и это будет его двигать. И я помню, что я все свои 4 новых купальника для выступлений взяла в церковь и купила священных 4 крестика. У меня было в каждом купальнике крестики. И это не говорит о моей набожности, просто я знала, что мне это надо. И я чувствовала, и я верила в это, что это мне поможет. Но это не панацея и не плацебо для всех, что вы повесите крестик, и с вами произойдет чудо. Абсолютно. Вы должны внутренне знать, что с вами это, и это вам помогает. И то, что как бы я даже пересматривала тоже потом с ленты своего выступления, я даже не знала, что оно настолько эмоционально в конце. И у меня рука, она сама и потянулась, перекрестилась. И потом очень много болельщиков писали о том, что там кто-то начал верить в Бога, кто-то там был каким-то законченным атеистом и тоже. Ну, то есть такой какой-то всплеск был неожиданный. А у меня это получилось то, что вот было изнутри. И после остальных других выступлений у меня никогда не было такого желания. Ну, то есть там уже, не знаю, засыпая в кровати, я скажу, да, спасибо, хорошие были ошибочки или еще что-то. Но вот тогда это было. И если говорить о том, что, опять же, многие воспринимают это о том, что я поняла, что я взяла медаль, нет. Я просто поняла, что в конце концов я это долбанное многоборье прошла без ошибок, что вот эти Олимпийские игры закончились, этот прессинг на меня, до свидания, не надо больше. И вот это все было. А дальше уже, смотря на оценки, я поняла, что у меня соперницы, оказывается, там где-то ошиблись. Где твоя медаль зараз? Пылится 10 на самом башне? Нет, она лежит в пакете, в коробочке, в комоде. Лежит себе спокойненько. Наколькі гэты момант, ну не ў гэты момант, а ў прынцыпе, калі рыхтуешся да Алімпіяды, калі там уже знаходзішся на тренировочных тренировочной зале, думаешь там пра грошы, да? Тому што, ну, Беларусі за залаты медаль, калі не памыляюся, по-моему, 150 тысяч. 75-50. Так, вы атрымалі тады 50. Наколькі ў гэты момант узнагароджання ты думаешь, окей, 50 тысяч долларов. Однопокоевая квартира у Минску и, может быть, машина. Вот честно, мне кажется, я никому про эти ощущения не рассказывала. Но когда у меня в руках были 50 тысяч, вот я держу эти 50 тысяч долларов, что с ними делать-то? Вот реально я стояла и не знала, что с ними делать. И как сложно я их заработала. Их что, налом выдают?
Ну, получалось, что да. Я помню, что я их держала в руках. Это же белорусскими выдавали, да? За столько... Это еще до деноминации, это шмат миллионов повинно. В общем, я их помню у себя в руках, и я думаю, вообще, что с ними сделать, куда их потратить. Да, они мне там, если вспоминать, там, как ты стремился к этому всему, да, и все, вот так все прописано, что за это еще и так вот тебя вознаградят, и ты вот стоишь с ними. Ну, и что мы с ними сделаем? И они у меня так легко вообще разлетелись. Не то, что там пьянки, гулянки, но они ровненько появившиеся вот после этого, они моментально ушли на какие-то благие дела семьи. Это даже не квартира, потому что все равно там однокомнатную квартиру, ну, ты построишь, а как бы если уже семью планируешь побольше, нет смысла. Поэтому как-то так ушло на нужды большой семьи по всем фронтам, не только себе лично. Но абсолютно про это не жалею, потому что считаю, что деньги должны уходить легко. Не женская это забота. Не банкиром мне быть. Ці от сносила в некий час там дах, там я зорка, поглядите, кто я. Нет, вот, кстати, уникальность Ирины Юрьевны, что если она видит хоть чуть-чуть, вот малую медведицу во лбу, вообще волшебным петелем эта медведица превращается вообще в пустое заоблачное небо. Никогда, мне кажется, у нас вот таких прям вот звезд не было, и даже как-то так пришло воспитание к тому, что мне стыдно быть вот такой вот зоркой. И я очень редко пользуюсь своим именем. А коли користалася? Вот даже не вспомню. Может быть, муж как-то так грамотно вставлял. Даикались меня, ведашь, который нам Вольский рассказал, что он даишникам раздает свои диски. У меня нет прав вождения автомобиля, поэтому гаишникам я раздаю только свою улыбку. И я не вожу машину. Поэтому тут я не пользуюсь своим положением и своим именем. И, в принципе, у меня нет тяги пользоваться, потому что у меня есть какое-то такое внутреннее понимание, назвался звездой или достиг какого-то уровня, ты должен соответствовать им во всем. Когда не соответствуешь, не открывай рот, что ты Люба Черкашина. Вот и все. Як ты думаешь, ці правильна, ці справядліва, што спартсмены атрымліваюць так шмат грошай? Калі я кажу так шмат грошай, я маю на ўвазе найперш футбалістаў, хакеістаў. Паглядзела ўчора спецыяльны рэйтынг зарплат беларускіх футбалістаў. За 16 год апошнія дадзеныя, трошкі там все памянялася. Ну, Александра Глеба незмяняльнага, там 20 тысяч. Ну, Глеба яшчэ ладно, ён выцягвае. Саня, видишь, на тебя зуб не точит. Да, ён як бы выцягвае все, что можно. Але там далей там, да. Но на брата твоего вопроса, да? Да, асабліва пасля поедем, там вельмі шмат пытанняў. Але ці справядліва, да, што футбаліст атрымлівае ў Беларусі, дзе яшчэ нават не ўсе атрымліваюць тут по 500, а футболисты, хоккеисты отрымливают по 10 тысяч. Альбо нават Мне кажется, в нашей стране всегда будет весело говорить о финансах. Ну, это питание справедливости. Это питание справедливости. А у меня есть встречный вопрос, и он у меня так возникает периодически, когда еду там в аэропорт или там возвращаюсь с работы, пятницу через город-центр. Думаю, люди, откуда у вас у всех деньги каждую пятницу жить как последний раз? Вот это для меня самый большой вопрос. Я не беру зарплаты футболистов, хоккеистов. Нет. Откуда, как называемый вот в комментаторах, наш простой люд каждую пятницу ужинает дороже, чем я могу себе позволить один раз в месяц? Вот для меня это вопрос со звездочкой. Но и там немного русских. Но это все одно такая невеликая публика. Это Минск, напевно, да? Узгадаем. Но меня всегда это удивляло. То, откуда мы приехали, да? У твоим родным Бересте, моим родным Волковыску. Это невозможно, да. Это невозможно. Но для меня это все равно открытый вопрос. И я не считаю себя последним человеком в стране, и я не считаю себя там со слабой зарплатой, но я реально не могу себе это позволить. Не могу. И если... Мне когда-то был этот вопрос, и сравнивали деньги с футболистами и хоккеистами, но мы должны понимать, в каком виде спорта мы находимся, и какие деньги в этом спорте могут быть, какой максимум денег может быть. И, конечно, это футбол. Это тот вид спорта, который супер популярен во всем мире. То есть это то, что получают наши белорусские футболисты, это мало. Это серьезно, в рамках вот этой вот футбольной диаспоры мировой это мало. Но если мы говорим о нашей... про вынник. Да. А когда мы говорим о нашей экономической составляющей страны, и когда мы видим
И сейчас это вообще очень многое в доступности. Конечно, у людей возникают вопросы, и почему-то они дальше двигаются в том плане, что ага, тебе заплатили столько, а почему ты не выиграл там чемпионат мира? Хорошо, но тебе тоже платят зарплату, почему ты не супер лучший адвокат среди двоих, да, ну, образно говоря, почему ты не самая лучшая кухарка, тебе тоже платят зарплату. То есть это же в итоге разговор в никуда. Мы все, кто защищает свои финансы, найдет все за. И тот, кто защищает свои небольшие финансы или захочет больше, тоже найдет свои за. Да, это я однойче прочитала комментарий, что мы працуем не лепше, чем играют наши футболисты. Я иногда вообще смеюсь, что да, к сожалению, большинство в мире работает на унитаз, но что делать? Мы работаем на еду. Министр спорта сказал, что есть такая идея, как призовые за европейские гульни приравнять до призовых за Олимпиаду. Да, Сергей Михайлович сейчас на меня будет злиться, если будет смотреть это интервью. Я не поддерживаю. Чему? Ну, нельзя сравнивать Олимпийские игры ни с одним другим соревнованием. Нельзя. Ну, наверное, в футболе это так же, как нельзя Олимпийские игры сравнивать в футболе с чемпионатом мира по футболу. Это вообще два разных старта, и чемпионат мира по футболу больше интересует народ, чем футбол в Олимпийских играх. Это было всегда. Потому что футбол по себе сам уникален. И поэтому, когда я тоже прочла это в новостях, я немножко удивилась, потому что надо понимать формат европейских игр, надо понимать количество человек, которые приезжают на европейские игры, и количество конкуренции. И не может эта конкуренция сравняться с олимпийской. Даже если брать художественную гимнастику, у нас приедут все сильнейшие гимнастки, потому что у нас и на Олимпийских играх все сильнейшие гимнастки — это Европа чаще всего. Но я не согласна. Все равно должны быть критерии, оценочные критерии, по которым, там, если вы хотите дать вознаграждение, давайте, но не сравнивайте несравненные вообще соревнования. Ну, поэтому, Сергей Михайлович, извините. Хотела так само поговорить про заробки тренеров. Ось тут аккурат такая ненормальная, по-моему, диспропорція. Я спеціально перед нашим інтерв'ю поглядела вакансії, на які заробок шукають тренерів, і навіть у Мінську це 300 рублів. Пару год тому, коли Наталя Качанова ще була віце-прем'єром, вона зробила таку доволі скандальну заяву на конт заробків тренерів. Вось приходит молодой тренер на заробок 1,3 мільйона. Это на сённяшнія там 130 рублёў дзесьці. Ну, што зрабіць? Такі заробак. Чалавек, які скончыў школу, павінен дакладна ўяўляць, які заробак яго чакае на месца тренера базавага. Разлічваць на тое, што там будуць велізарныя фінансавыя бонусы, наўрад ці варта. Хорошая мотивация, правда? Так. И я тут дозволю по-русски, потому что, как передать, она по-русски сказала, как передать всю глубину. Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране. Я хочу спытать, вот с таким подходом до тренеров, с такими заробками у тренеров, што ўвогуле нас чакае самы бліжэйшы час, калі там Люба Чаркашына уже сышла са спорта, да? Пытанне, ці з'явіцца новая Люба Чаркашына, і хто падрыхтуе такую новую Любу Чаркашыну, калі ему будут платить $150. Ну, я, кстати, помню эту новость, когда она появилась в интернете, то, что сказала Наталья Ивановна, и она тоже меня немножко шокировала, потому что настолько указать человеку, где твое место, это неправильно. Ты должен ему оставлять какую-то хотя бы толику выбора, но и борьбу и желание повышать свой заработок. Тем более, что в современном мире это возможно. Это не проблемы 90-х. То есть в современном мире, посмотрите, выскакивают просто, не знаю, какие-то стартапы, и там молодежь, которая в состоянии придумать и заработать хорошие деньги. И тут выходит такая цитата из того, что 130 рублей с тебя нормально, ты ж только отучился. Хорошо, а если бы на этом месте была ты, тебе бы было это нормально? Улічваючи, что Качанова так само человек со спорта. Она была волейболисткой. Да, но ты изначально, может быть, что-то неудачно сказавшееся мне
Мне кажется, это просто неудачно сказанное предложение, потому что я надеюсь все-таки, что Наталья Ивановна так не думает, и мне кажется, самое лучшее для нас, для молодежи, это давать возможности собственного роста и понимание, что с твоим ростом придет и твой заработок, а не так, что, ну вот, ты закончила, у тебя там на ближайшие 5 лет зарплата вот такая, и не больше, не меньше. На твой погляд, які заробак тренера? Я разумею, што тренеры бываюць розныя, з рознай нагрузкай, але калі казаць пра твой від спорта, які заробак быў бы нармальным, годным, каб сапраўды моладзь не ехала, я не ведаю, тренировать китайских гимнасток, а заставалась на Беларусь? Опять же, к сожалению, я не могу сказать конкретно ту сумму, которая бы устроила меня, если бы я была тренером начальной подготовки, или я была там тренером с какой-то, не знаю, средний у меня был возраст, или тренер национальной команды, или тренер, который работает там с супергимнасткой и готовит ее на Олимпийские игры. Это разные цифры, и это цифры, которые устроили бы Любу Черкашину. Я не могу усреднить, да? Ну, то есть то, что усреднено и сказано по всем фронтам, это по 500, да? Ну, дай бог. Сегодня нанимают тренера по 500? Ну, это получается, что плюс-минус 1000 рублей. Я думаю, что нет. Ну, ты ж так само тренер, ты ж отрымливаешь тренерские некие. Ну, я работаю с национальной командой, поэтому это другой разговор. Мы сейчас говорим, и все-таки я заслуженный мастер спорта, и все это там как бы есть определенные надбавки. Я не жалуюсь на свою зарплату, я вообще... Ты можешь назвать, сколько заработок по сумме у тебя? Человек, не зависящий от денег, называть конкретную сумму не буду просто потому, что некомпетентно по отношению к другим людям, которые на таких же должностях находятся. Ну, это неправильно. То есть в личной беседе без камер это всегда можно обсудить. А на камеры сказать и потом «Вот Черкашина засранка». Я не думаю, что это правильно. Ну, просто чисто по-человечески это мой подход, что финансовые позиции не сдаем нигде. Твой муж таксама спортсмен, футболіст, ну, ужо таксама ў мінулым. У вас калісьці ўзнікалі канфлікты, спрэчкі, я не ведаю, крызіс ці быў такі, ну, з нагоды таго, што ты зарабляеш больш і прафесійна ўсё ж такі, ну, ты дасягнула больш, хоць это розныя віды спорта, але ці было такое спаборніцтва? Вот честно повезло, никогда не было у меня каких-то соревнований между мной и мужем в плане результата. Опять же, сложно объяснить, вот был бы Витька рядом, вы бы пообщались, вы бы это поняли, потому что, ну, мне, честно, повезло с мужем. Да я красивая, я знаю, я в порядке. Повезло, насколько он умеет себя находить вообще в любых каких-то позициях. Да, он был неплохим, даже, можно сказать, хорошим футболистом в юниорской еще сборной тогда, играл в «Динамо» немножко. Потом уже его шмотало по всем нашим клубам страны, и, конечно, это совершенно разные уровни футбола и разные уровни подхода, и потом он уходил вообще работать в бизнес, связанный с запчастями для автомобилей, потом возвращался обратно в футбол, но уже где-то с административной точки зрения, заканчивал тренерские курсы. Но остается у него, сердце болит за футбол, и это друзья из футбола, это постоянное какое-то перемывание косточек нашему там закипающему или расцветающему футболу, я не знаю, как это правильно сказать. А потом он немножко увлекся боксом. После бокса, ну, он тогда поправился, и вот ему надо было сбавлять вес, и он увлекся боксом, и он приходил, говорил, ну, слушай, у меня самый довольный тренер. Я говорю, почему? Я так потею. Он говорит, я больше таких не видел. То есть он там 2 удара с человека, как с душа. Ну, кстати, с боксом он сбросил вес, и потом увлекся хоккеем. Для себя, для любительского уровня. И прям так нормально, и говорит, что да, местами очень интересно в плане того, что эта игра быстрее футбола, и говорит, вот мы иногда думаем, как корчи, там, пока сообразишь туда-сюда, и говорит, иногда видно, даже не иногда, а чаще всего видно, когда они играют там в хоккей, кто не игровик, кто вообще не секет поляну. Вот смотрю туда, бегу туда, вообще не понимаю, что происходит. Ну, я думаю, что просто это правильно иметь какой-то вид спорта, там, или, не знаю, с друзьями по субботам собираться играть в футбол. То есть для мужчины это важно
И это правильно, сохранять свое какое-то спортивное здоровье физическое. Вот. И при этом он ухитряется сейчас вообще работать не в спортивной деятельности, а связанная с общепитом. Замечательно себя чувствует, веселит все коллективы, в которых он находится. Не знаю, гордится, что у него есть дочка. В вашей Вере недавно исполнился год. Ты формально у декретном отпочинку? Нет. А кто из вас у декретном отпочинку? Дедушка у меня. У меня дедушка, ну, на самом деле для него тоже было как-то так... Вообще мне нравится, что мой папа, он как старается за нами угнаться. Мы завели ему Инстаграм, Виктор Брестский. Ну, на самом деле это очень весело, он пользуется и вайбером, и всеми этими девайсами. И в один прекрасный момент я была на соревнованиях, мне приходит сообщение, и я понимаю, как это сложно для папы. Он пишет: ну вот как ты думаешь, если я уйду все-таки на пенсию, что он уже пенсионного возраста, и приеду вам помогать с Верой? Ой, у вас усатый нянь. И я думаю, вот это подфартило. Ну, я, конечно, аккуратно написала, что пап, ну, если это действительно твое решение, чтобы ты там, не знаю, не завыл, не одичал без работы, ну, нет, вот, приезжает, помогает, очень вообще, я не знаю, как бы мы справились. Не, мы бы справились, но это было бы сложнее, там, больше созвонов, кто туда смотрит, или там постоянно тягать малую в зал, но вот прям... Как у меня сестра смеется, ну вот дед молодец, проснулись у него те чувства, которые, может, нам не додал. Но он просто с Верочкой абсолютно на одной волне, и бабушка тоже, они все вместе, бабушка у нас воспитательница со стажем, и тоже пенсионный возраст, поэтому как-то так, наверное, мягко сказали ей уже уходить из сада, она работала в Лунице в саду, вот, и сейчас приезжают и... А бабуля, это мається на увазі теперешняя... Да, не родная бабушка Веры, но тем не менее она родной человек для нас. Объясню почему. Это, кстати, ну, может быть, будет интересно вообще, как жизнь запутана вообще. Так получилось, что когда ушла моя мама, у Нины Романовны, вот у нее ушел супруг. Прошло время. И, ну, а дети-то мы все взрослые, и мы понимаем, что за углом-то что-то происходит. И, в общем, мой папа... Они вместе сошлись как студенты с Ниной Романовной. И вот как студенты стеснялись нам об этом сказать. То есть в одной и той же семье... Потому что Нина Романовна — это мама... Мама жены моего брата. В общем, все те же люди остались, все те же родные. И сейчас вот они приезжают, когда помогают с Верой. Я понимаю, что они даже лицом похожи. Вот насколько мы, наверное, не понимаем, что вот там судьба все очень грамотно в шахматы играет, все расставляет, все правильно. Я з здзіўленнем і, шчыра скажу, нават з захапленнем прачытала, што праз 2 тыдні пасля родаў ты ўжо паехала кудысьці ў камандзіроўку. Выбирацца прэзідэнтам камісіі спортсменов. Просто это единственный шанс был. Але пры гэтым я прачытала, што у тебе было кесарево сячэнне, што таксама як бы, ну, ускладняе... Ну, па стеночке ходила, па стеночке, да. Як это ўвогуле было? Ну, па-першае, пакінуць 2-тыднёвае дзіця. Но мне кажется, это был больше шок у Вити, потому что он до сих пор эти 3 дня вспоминает так, что она оставила мне этого ребенка. При том, что он абсолютно адекватно, ну, то есть только грудью не кормит, образно говоря, а все остальное он умеет даже лучше меня. Но я шла в роддом, и я говорю, как? Мне надо отсюда выйти, у меня билет куплен, я не могу по-другому. И я помню с этим бандажом, у меня через Вену я летела, там стыковка до этой Женевы 30, и я бегу с этим бандажом, я уже вся употелась, но добежала, все как бы, добежала и выбралась в эти президенты, перекрестилась, приехала и все. Слава богу, ну, ты же удивлена, как это получилось. Ты умеешь варить борщ? Есть умею вообще шикарно. Тогда, Люба, у меня для тебя... Да, но я люблю борщ, который готовит Витина мама. Я люблю борщ, который готовит Нина Романовна. Я люблю борщ, который готовится в подворье. Вообще... Ну, Витя ж умеет готовить борщ. Витя умеет готовить все. Но я тоже умею готовить все, но теоретически. Тады у меня есть до тебе цитата. Мне цікаво, ты з ёй погодишься, от твоей коллеги Лейсан Утяшевой. Мы живем в современном мире. Можно не готовить. Послушай, но ты тогда не до женщина, если ты не умеешь готовить. Нет, это какие-то старые представления домостроя. Нет, это вообще не мотив и не призыв к женщине, что женщина кухарка. Это время уже ушло.
И вообще сейчас большее количество народу может себе вообще позволить в каких-то кафешках питаться, если честно. Иногда это кому-то даже удобнее и выгоднее. Но я думаю, что это было у Лисан заложено именно с детства. И я знаю много семей, в которых мужчину как бы к плите даже не подпускают. Ну, я это точно так же принимаю, как и не принимаю. Мне, то есть это до сиреневой луны. Ну, у Беларусі ёсць свой мем пра борщ. Гэта калі Лідія Ярмошына, старшыня цэнтру Баркама, заявіла пра жанчын, якія выйшлі на плошчу, не пагадзіўшыся ў 10-м годзе з вынікамі выбараў, сидзелі б дома лепш і варылі борщ. У плане вот выражения, вот, ну, тебе ображаю вот такой заклик, что твое место на кухне. Мне неприятно то, что за меня кто-то решает, что мне делать. Вот это бесит просто катастрофически, и я от того, что сварю борщ, не буду счастлива. Это для меня показатель. То есть я буду делать все, что приносит мне удовольствие и счастье. И если я считаю, что мне нужно выйти на площадь, значит, я так считаю, и мне так нужно. И если я посчитаю в этот день сидеть дома и варить борщ, значит, мне это так нужно. И значит, я так нервы успокаиваю, варю этот долбанный борщ, нарезаю эту свеколку, морковку и так далее и тому подобное. То есть и когда я там могу заикнуться, там, не знаю, у меня какие-то там идея проскочила узнать, как вот ваш рецепт борща, и мне говорят, ну вот там еще морковочку и лучок лучше обжарить, притушить, чтобы они там меньше вот там какого-то вкуса. Что? Еще и обжарить? Нет. Слишком сложно. Кто прапанаваў табе стаць даверанай асобай Лукашэнкі? Как? Когда это было, уже не помню, кто пропонувал. Ну, як это адбываецца? Ты сидишь дома, тебе телефонуют, Люба, родина зовет. Не помню, блин. Не помню, но, наверное, это точно было с Пулой из команды, которая все-таки занимается предвыборной кампанией. Я даже имя не вспомню, кто мне звонил, предлагал. Ну, ты одразу приняла решение? Нет, я, кстати, посоветовалась и... С кем? Ага, с советчиком. Витя? Ну, кстати... Альбо Липарская. И Ирина Юрьевна тоже спрашивала, и, ну, Витя, само собой, потому что, ну, как это... Если жена куда-то ушла, он не знает куда. Ну, это тоже неправильно. Но я знала все минусы и плюсы происходящего, и то, что будет происходить со мной, и то, что потом будут какие-то такие вопросы задавать. Это... Ну, давай, коротко. Тогда... Минусы и плюсы. Коротко. Нет, этого не ну, с этой 1, 2, темы. 3. Ну, мой возраст, соответственно, аудитория, которая меня воспринимает, от большего могла захейтить и не понять. Взрослые, возможно, не воспринимать всерьез. То есть, ну, много моментов. Но на самом деле, когда происходили встречи с избирателями там, в школах или на каких-то предприятиях, мне лично вот общение с этими людьми приносило удовольствие, потому что я больше верила даже в наш народ. Потому что реально классные люди везде работают. Про людей у меня 0 пытання. У меня толькі пра аднаго чалавека, пра Лукашэнку. Ты сапраўды верыш у яго? Табе ён сапраўды шчыра падабаецца? Альбо ты разумела, што гэта дапаможа табе у кар'ере? А в чем мне это поможет? Вот найдите плюс, в чем мне поможет работать. Вот как тренеру поможет, если... Ну, ты не только тренер, ты так само у Национальном олимпийском комитете. Это общественная нагрузка, и это лично мне никакая не финансовая выгода, никакая не помощь, это лишняя головная боль. Куда? Нет, я очень вообще... Это так удивительно, что многие именно так думают, а я такая обычная Люба Черкашина на самом деле, и... Я буду там, где я хочу быть, это 100%, потому что я приложу максимум усилий, но это никогда не будет связано, вот, я пойду туда, потому что мне потом за это будет. Нет. Мы с тобой прикладно одного узросту, и я хочу спытаць, у тебя ніколі не было думкі про тое, что все мое жыццё в маёй краіне, только один президент, и это жудасна. Просто кожны дзень ты включаеш тэлевізор, кожны дзень ты включаеш навіны, і ты ведаеш, што вакол вельмі шмат таленавітых людзей.
І нават у ягонай камандзе, як бы там я не ставілася да яго, ёсць таленавітыя людзі і здольныя, на мой погляд, яго замяніць, але просто конца краю гэтаму няма. Я думаю, что есть и конец, и край. Нельзя так думать, что нет конца и края. Во-вторых, нельзя настолько, что ли, не знаю, агрессивно и сразу в штыки воспринимать то, что у нас есть сейчас. Не то, что я сейчас пытаюсь кого-то защитить, просто хочу объяснить свое понимание, свою позицию. Все-таки не один человек в стране все делает то, что происходит, это первое. Мы все люди, мы все граждане этой страны, и в наших руках очень многое. Просто очень многого, может быть, мы сами не понимаем, очень многого мы не хотим менять и делать. И опять же, повторюсь, не один человек делает страну, значит, мы где-то тоже делаем какие-то или хорошие вещи, или плохие. Это абсолютная правда, и это видно и по другим странам, если мы посмотрим, где тоже есть очень долгое время один и тот же президент. Ну, як правило, гэта краіны... Да постсоветские страны, ну, да. І постсавецкія краіны, дзе вельмі сур'ёзная праблема з правамі чалавека і з свабодай у гэтых краінах. Ну, як бы я в сваім жыцці не хочу арыентавацца на Казахстан. Да, я согласна, но... Опять же, к тому, что ты сказала о том, что вот мы живем в стране, где с одним и тем же президентом. Но все-таки мы, когда маленькие, мы очень многого не понимаем. И именно серьезно, с головой мы не так долго живем в этой стране. Ну, нам с тобой еще пошанцевало, да. Мы еще хотя бы застали трошечки час до 94-го года. Поэтому мне же сложно... судить о том, чтобы было с нашей страной, будь там сейчас другой человек. Правда. Может, потому что мы оказались в такой ситуации. Ну, я, наверное, в меньшей степени испытываю какую-то злость. И да, я читаю все эти комментарии, я все это понимаю, как многие люди там по-своему настроены, многие по-другому. Но мы должны знать картинку со всех сторон, мы ее не знаем, к сожалению. Мир сейчас очень серьезно сходит с ума по всем фронтам, и не нам, наверное, с многими такими сильнейшими державами бороться, а нам надо действительно какую-то вот грамотную середину сохранять. Поэтому любое какое-то резкое изменение в современном мире, действительно такое революционное или еще что-то, очень сильно пошатнет все. Очень сильно. Поэтому, мне кажется, надо очень грамотно, постепенно сейчас это делать. И я думаю, что, знаете, Александр Григорьевич тоже все прекрасно понимает. Это мое мнение, вот если я вижу, я вот просто простого человека мнение. Я всегда еще говорю о том, что мы должны хотя бы представить себя в его шкуре. Вот просто представьте, когда там хейтят тренеров, да, там, или там, Козека не показал результат. Каково ему, когда он не показал результат? Там на Александра Григорьевича что-то говорят, на каких-то министров, еще. Вот просто в этот момент представьте себя на этом месте. Как бы вы себя повели? Смогли бы вы? Ну, калі я себе уявляю, мне хочется верить, чтобы мне хапіла сумлення, да, я верю в то, что любая ўлада павінна змяняцца. Нават калі уявіць, што ён добры прэзідэнт. Нават калі уявіць, што ён добры прэзідэнт. Нет, я согласна, потому что, конечно, перед глазами много стран, где это в норме, и это абсолютно нормально, и люди к этому привычные, они знают, как это происходит, и как приходит власть, они понимают, за кого они голосуют и так далее и тому подобное. Но ведь всем постсоветским странам надо немножко больше времени, чем той же всей Европе. А для чего гимнастки, там, ну, например, гимнастки, не только, или гимнастки присутствуют на неких публичных мероприемствах побач с президентом? Вот я не могу зразуметь. Но если мы берем Ксению Станкович, она двукратный призер Олимпийских игр, и я думаю, что она там больше присутствует как спортсмен с лаврами, и мы все знаем, насколько... Продолжу мысль, мы все знаем, насколько наши президенты вообще углубленно интересуются спортом. Я, видя такую картинку, вижу и понимаю, что он любит, когда рядом с ним есть заслуженные спортсмены. Мне здаецца, ён любіць, калі побач з ім ёсць прыгожыя жанчыны, маладыя.
Это уже вопрос к Александру Григорьевичу, не ко мне. Вообще постановкой нашей дискуссии, вот это в дальнейшем, мы цепляемся за человека, чтобы что-то расковырять, но ковырять там нечего, правда. Просто это нормально пойти на хоккей, но это круто пойти на хоккей, наверное, вот в такой свите, я не знаю. Тебя запрошали на хоккей так? А я не любитель хоккея. Хочу зараз перейсці да пытання наконт харасмента. Да. Такое новае слово, якое з'явілася ў нашым жыцці, я не ведаю, там 2 гады, напэўна, таму. Вольга Корбут, вядомая спартсменка, заявіла пра тое, што яе дамагаўся і нават гвалціў яе тренер. Ну и в конечном итоге перед Олимпийскими он меня просто изнасиловал. Это правда. Радыё Свабода правяла расследаванне, дзе яны шукалі яшчэ там 4 ці нават 5 спартсменак, якія, скажем так, юрыдычна далі падобныя паказанні, што это было і ў 60-е, в 70-е гады. Кныж, канешне, все вверх, сказаў, што гэта хлусня, гэта неправда. Я хочу спытаць цябе, ці сачыла ты за гэтым, ці верыш ты ў тое, што такое магло быць, і ці вядома табе пра такія выпадкі ў спорце, калі жанчыны сутыкаюцца з домогательством? Ну, скажу так, что, во-первых, сейчас идет такое серьезное направление мировое, это правда, это насилие. Почему-то мы это сразу воспринимаем только с женской стороны, к сожалению, есть это и мужские случаи. Был Олимпийский форум в Буэнос-Айресе на детских Олимпийских играх, и там очень сильно проходила эта тема, и я слушала 2 людей уже в возрасте, женщины и мужчины, которые рассказывали про насилие, с которым они столкнулись в спорте. Когда я их слышала вживую, правда леденело сердце, правда. Ужасно. Ужасно, что когда ты малой, ты не можешь из каких-то там своих соображений рассказать родителям или еще что-то. И когда эта женщина рассказала, там, что делал с ней тренер, и в конце концов она не выдержала, рассказала матери, мать пошла повесилась, отец с этой болью дальше. Это страшно, страшно. И я допускаю возможность верить в то, что да, в спорте есть такие случаи, но не такое количество именно спортивных случаев, которые посыпалось, как возможность на этом заработать и какие-то там имена или старые обиды запозорить имена тренеров там или кого-то еще, потому что, ну, это Америка, они умеют делать деньги, это тоже надо понимать. Но то, что это есть проблема не только в спорте, это очевидный факт. Даже если мы берем войну, когда это просто показательное насилие, а когда мы берем жизнь, ну, хорошо, в спорте это единичные случаи. Но просто выйдите из-за двора, посмотрите в соседнюю квартиру. Там сейчас не происходит насилие. И женщина будет молчать. Это реже происходит с мужчинами, но чаще с женщинами. И что женщина терпит, только не понимаю, ради чего. Может, она боится этого мужчину потерять или еще что-то. Далеко ходить не надо. В том же Лунице эти страшнющие новости про женщину, которая там с ребенком непонятно что. Это страшнее, чем то, что происходит в спорте. А мы сейчас подняли это только харасмент, только спорт. Но не так много у нас. Я хочу про спорт докладнить. И та же Ольга Корбут. Ну ты прожила жизнь. Ты уже вообще забыла, где там этот кныж, в какой стране он живет. Ты там уже всю свою сознательную жизнь живешь в Америке, и после этого ты говоришь, он меня домагался, а я стаяла такая... Яна кажа про тое, што гэта рана, з якой яна жыве ўсё жыццё. І гэта сапраўды магло адкласці на яе жыццё адбітак. І я не ведаю, ці праходзіла на псіхатэрапію, але тое, што я чытала, да, пра ахвяру гвалту, это сапраўды это страшна, тому што многія не могуць пабудаваць пасля гэтага нармальную сям'ю. Я не отрицаю, что это очень страшно, но понять на 100% правда это неправда, мы сейчас вот все здесь в студии, мы это не можем. Про это трэба говорить, ці трэба маўчаць? Про это надо говорить в тот момент, когда это происходит, а не через 80 лет или там 50. Ну, ты можешь себе уявить, что в советский час она могла подкрыть рот и про это сказать? Она зараз открыла рот, потому что зараз іншае говорить. Советское время уже достаточно давненько закончилось, когда уже там... Але она зараз открыла рот, ей кажут, закрой свой рот, потому что, ведаешь что, як бы ты терпела, тебе все задовольняло. Ей зараз затыкают просто столькі год рот. Это, ну... Ситуация, скажу так. Но, опять же,
надо уметь фильтровать, что есть, что было, что тот человек мог сделать, ну, того еще поколения спрашивать, да. И сейчас это как, наверное, хороший показатель для, опять же, для будущего наших детей, чтобы они не боялись об этом говорить. Вот это важно, да. Из всего этого вынести, что важно, не бояться об этом говорить и не чувствовать себя каким-то там конченным человеком, если с тобой это произошло, и бежать моментально за помощью, чтобы эта рана не зарубцевалась. Это правильно, с этим я согласна. Но это не только в спорте, это должно быть вообще в жизни, чтобы человек не боялся и не доводил состояние до такого, чтобы над тобой насилие производили. Ты адзіная жанчына ў выканаўчым камітэце. В исполкоме, да. Так, Ужас, так. я там одна. Кошмар. І як ты себе там адчуваеш, як раўнапраўны, як бы сябра камісіі, альбо там, ну, для квоты посадили одну Любу? А вы знаете, мне кажется, в момент выбора в исполком мало кто задумался о квоте. И я бы хотела, чтобы реально задумались, и был какой-то процент женщин, и у нас хватает умных женщин. И как мне там среди мужчин? Да, нормально, потому что я не прихожу перед ними покрасоваться или еще что-то. Я прихожу и знаю, что в многих моментах в спорте я более объективно понимаю, чем рядом сидящий. Вот и все. Не то, что они не молодцы в других сферах, и я очень люблю учиться у мужчин, потому что настолько они могут все грамотно разложить по полочкам, и, конечно, опыта у них побольше, и женщина вообще многие вещи эмоционально воспринимает, а не тактически, поэтому для меня это огромный опыт, но то, что хотелось бы видеть еще несколько женщин, это да, потому что если посмотреть, сколько женщин в спорте приносят хорошие медали и результаты в стране, и потом они просто не в состоянии руководить, типа из области «давай вари борщ или рожай детей», это неправильно, потому что, женщина может. Белорусские спортсменки, женщины. Да, у нас говорят о том, что у нас нету там гендерной проблемы, но все смотрят на сливки, которые приносят медали, а в управленческой деятельности, это, ребят, посмотрите внимательнее. Нас там не хватает. Мы пригадали тут про Липарских, и Ирина в интервью сказала, что ее муж тебе называл морковка. Да, и Почему? продолжает. Ну, потому что любовь, морковь, и так пошло, и все. И он, когда чуть поменьше была морковочка, а сейчас морковка. Всегда. Ну, наверное, сейчас еще что-то моей дочке придумает, верю. Но мне кажется, это прикольно. Он всегда чувствовал, как правильно найти какой-то никнейм для девчонок. Я точно морковка, серьезно. Вот что-то сверху такое, а там все непонятно.